Хайрлы күн, с вами учитель казахского языка Душан Жандарбекула. И сегодня я хочу рассказать о правописании казахского языка. Выходит так, что ученики, студенты, даже взрослые люди пишут на казахском неграмотно. И даже наши коллеги обращаются, показывается текст и спрашивают, правильно я набрал ли текст услышанный. Да? Эта проблема существует и в других языках. То есть, когда мы писали на русском языке диктанты, на английском писали диктанты все на школы, то в основном множество учеников писал на тройки и на двойки. Сегодня я хочу рассказать причины этих неурядиц и рассказать один метод, который помог мне грамотно научиться писать. Ну, во-первых, все начинается с алфавита. Ученики путают места, вот А и Э, Г и Г, Н от Н, О от В, О от Ö. Самая актуальная ошибка вот тут А и Э. То есть 6-7 вот этих путают места, из-за этого портится. Если вы один букву не знаете, как правильно писать, то есть место, где употребление, то весь текст у вас получается некрасивым и неграмотным. Как решить эту проблему? Вот А и Э. У каждого есть своя твердая форма и мягкая форма. Вот, например, слушается А твердо, а Э это у нас мягкое. Мягкое у каждого плюсом. То же самое. Даже согласные тоже делятся. Г это мягко слушается, Г это твердо слушается. Н. Мягкое произношение это Н. О и В. О это твердое, а В это мягкое. Укажем плюсом. Да? О это твердо слушается, это мягко слушается. То есть ваша проблема решена вот на 50%. Если вы слово слушаете твердое, то выбирайте, если у вас сомнение идет А или это было, вот такой вопрос идет. Если вы слушаете твердо, то выбираете А. Если мягкое слово слушаете, то выбираете С алфавитом разобрались, да? Вот мягкое и твердое. И то же самое существует мягкое слово и твердое слово. Зависит опять же от буквы. Вот, например, щай. Здесь не обязательно знать правила или выучить вот эти буквы твердо-мягкие. Просто слушайте. Щай. Твердо слушайте или мягкий? Щай. Мягкий. Выбираем, укажем, что это мягкое слово. Айран. Твердое или мягкий? Твердое. Сусын. Твердое. Süt это мягкое слово. Вот, изучили, знаете то, что такое вот твердое мягкое слово. Теперь самое главное, здесь вы должны, вначале, когда вы будете учить слова, вам надо учить, как они правильно пишутся. То есть правописание. То есть есть студенты, которые вот смотрят на словарь и выучат это слово, и после, когда вы напишете это слово, неграмотно напишет, то есть с ошибкой. То есть изначально вы основное слово должны правильно научить писать. Очень важным аспектом является то, что основные слова, когда учите, и учить про описание. Вот, например, айран это твердое слово. Ну, кто-то может это слово воспроизвести вот мягкое. Да? И некоторые слова может вам такой спорным быть. Это мягко слушается или твердо слушается? Это, конечно, зависит опять же от кто произносит это слово. Есть слово тамак, то есть еда. Она пишется правильно тамак. Твердое слово. Тамак. Вот так она пишется. Но в Севере Казахстане вот это слово используют тамак. Они его, когда произносят, это тамак. Они вот так, это произношение имеют в виду. Но в письменном виде, вот, например, если вы услышите мягкую форму, тамяк, если вы так напишете, это опять неправильно будет. То есть, вот здесь заключается в том, что слушать самое основное слово, когда вы учите, вы должны
освоить, как они письменно пишут. Даже если вы знаете, вот, например, как пишется тамак, а кто-то из северян вам сказал тамак, то вы пишете слово грамотно, как так вы учили это слово письменно. После окончания добавляется, опять же, если слово мягкое, то мягкое, сутте, это в молоке, да? Если твердое, то и сусун, сусун, да. Опять же, напитки, да? То есть предлог в. Это у нас окончание даде, тати. Чтобы использовать свои знания в письменном виде, я пишу дневник и советую вам писать. Писать дневник помогает мне освоить, грамотно писать. И то же самое, вот когда я учу новые слова, я учу ее и письменный вариант. И это помогает мне надолго сохраниться выученное слово и, конечно же, грамотно написать. Так что умейте различать мягкие, твердые буквы слова и учите новые слова и в письменном варианте. На этом у меня все. Сау